Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как пьяный водитель внедорожника насмерть сбил 65-летнюю женщину. Покажем, как в Свияжске снегоход сбил 10-летнюю девочку. Взял снегоход, поехал в баню. А снегоход кого взял? Начальник. А также собственные правила движения для сильно пьяных мужчин. По правилам он прав был, а большинство не прав. Это и не только прямо сейчас. 65-летняя женщина погибла под колесами Kia Sorento. Трагедия произошла сегодня днем в поселке Нагорный, прямо под окнами ее дома. Женщина только вышла на улицу и едва ступила на тротуар, как ее сбила иномарка. Елена Саляхова была на месте трагедии. Водитель Пьяный вон там, можете с ним поговорить. Рассказывать, как все произошло, водитель Kia Sorento не стал. Закрывал лицо руками, просил его не снимать, мол, зарубежный работодатель такое явно не одобрит. Соседи погибшей женщины не могут прийти в себя. Она погибла прямо на глазах. Пенсионерка вышла из дома, стояла на тротуаре. Только захлопнула калитку, едва сделала шаг, как ее на огромной скорости сбила иномарка. Шансов выжить после такого у женщины не осталось, она скончалась на месте. Водитель автомобиля прибегнул к торможению, его занесло. После соприкосновения с пешеходом автомобиль опрокинулся на бок. Водитель иномарки не пострадал, отделался испугом. Прибывшие на место автоинспекторы заподозрили, что он сел за руль нетрезвым. От прохождения медосвидетельствования мужчина не отказался. Алкотестер показал содержание больше полумиллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого водителем воздуха. Для более точного обследования мужчину увезли в больницу. В отношении него, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. За смерть человека по вине пьяного водителя закон предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. 10-летнюю девочку сбил водитель снегохода в Свияжске. Все произошло накануне во время празднования Масленицы. Происшествие было зафиксировано камерами наблюдения. Он двигался на высокой скорости и даже не пытался пропустить пешеходов. После наезда скрылся с места происшествия. Пострадавшую девочку доставили в Зеленодольскую больницу. Она получила перелом плечевой кости. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Личность водителя установили сегодня. Им оказался 31-летний житель поселка Васильева. Он уже был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 4 месяца назад освободился из колонии поселения. Сейчас трудится разнорабочим в строительной организации. Взял снегоход, поехали в баню. Оттуда поехали на Свияжск. А снегоход кого взяли? Начальник. Начальник вам разрешил управлять? При каких обстоятельствах вы забрали снегоход? Он уехал. Вот, взял ключи, поехал. А ранее управляли снегоходом? Ранее нет. А ранее он вам разрешал управлять именно этим снегоходом? Нет. В отношении него полицейские возбудили 2 административных дела за нарушение движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, и невыполнение обязанностей в связи с ДТП. А Следственный комитет возбудил уже уголовное дело. Статья предполагает лишение свободы на срок до 7 лет. Как в таком состоянии можно ездить, удивился водитель «Хонды», увидев мужчину, управлявшего «Ладой Гранта». Отечественная легковушка врезалась в иномарку на улице Осиновская. Впрочем, водитель и пассажир «Лады» даже не скрывали, что пили перед поездкой. И, как узнала Нафиса Минязова, ехали они по своим собственным правилам движения. Здесь стоит король улицы Рушан Радимович Кашан. Самоназванный король улицы и не скрывал, что в этот вечер выпивал, может себе позволить. Тем более, что царской повозкой «Ладой Гранта» управлял не он. А то, что его извозчик также сильно нетрезв, правителя улицы не смущало. В его мастерстве в любом состоянии управляться с самодвижущейся повозкой он не сомневался и разрешил себя вести. А если вы за рулем не сидели, друг-то зачем допустили? Знаешь, я сам за рулем ездил 50 лет. Я имею право кого допустить и никого допустить. А есть козлы, которые не умеют ездить. «Лада» выезжала со второстепенной дороги, и по правилам дорожного движения ее водитель должен был уступить дорогу машинам, едущим по главной. Но разве до соблюдения каких-то правил, когда в карете «Монарх», хоть и улицы? Этот козел я не просил. А по этому Горько он должен был просить, потому что он идет наверх.
Это горка. На горку идет, всегда в правилах написано, кто идет под горку, тот должен уступить дорогу. Вот и все. По правилам он прав был, а большинство не прав. Водитель «Хонды» не знал, что правила изменили в тот момент, когда он выехал на перекресток, поэтому двигался уверенно, вплоть до столкновения. Ответ на немой вопрос «почему?» пришел сам с собой, когда увидел водителя «Лады». А как поняли, что вот он состоял алкогольное опьянение? Пахнет. Он вино... сам сказал. Не проходил еще свидетельство? Я не знаю. Пока еще не было. Но он вину признался? Ну да. Как ничего не просить, там не вызывать инспекторов. Просить, конечно. Как не просить? Как-то объяснить разногласия своих действий с правилами дорожного движения, действующими во всей стране, водитель королевской повозки отказался. Отсюда бегом. Слышите, что ли? Теперь мужчине не скоро представится законная возможность сесть за руль автомобиля, а к тому же он должен будет заплатить в казну государства штраф 30 тысяч рублей. Но это только в том случае, если попадается на вождение в таком состоянии первый раз. При повторном нарушении закон предусматривает уже уголовную ответственность и штраф в 10 раз больше. Но это будут выяснять уже автоинспекторы. Документов, по крайней мере, при себе у него не нашли. Нафиса Минязова, Айрат Назибов, Константин Бушуев. Вызов 112. В Ахитовском районном суде Казани начали допрашивать подсудимых по делу об убийстве главы водоканала, которое произошло 15 лет назад. Сегодня суд допросил Владимира Малкова, который, по мнению следствия, принял заказ на убийство. Обвинение уверено, что за исполнение ему заплатили 10 тысяч долларов. Малков уже отбывает пожизненный срок за другие преступления, однако в убийстве директора водоканала свою вину он отрицает полностью, хотя до этого также полностью признавал. С подробностями Рамиль Шайдулин. Именно к Владимиру Малкову, как считает следствие, 1,5 десятка лет назад обратился Ирик Ганеев, коллега директора водоканала Григория Арутюнова. Мужчина, согласно уголовному делу, хотел скрыть аферу со строительством канализации и заказал убийство Арутюнова. Малков на тот момент был известен в Казани как один из лидеров группировки «Квартала». 5 февраля 2004 года Ганеев через Галиуллина передал Малкову денежные средства в размере 10 тысяч долларов США за совершение убийства Арутюнова. После этого, согласно выводам следствия, Малков для выполнения заказа обратился к Балабанову и Галиуллину, также участникам группировки. Разработав план убийства, они выехали к дому Арутюнова, пролезли через чердак в подъезд, дождались мужчину и расстреляли. В результате преступных действий Малкова, Галиуллина, Балабанова и Ганеева Арутюнов скончался на месте преступления 5 февраля 2004 года от множественных огнестрельных пулевых слепых проникающих ранений головы и шеи с обширными повреждениями головного мозга. Раскрыть убийство полицейским удалось спустя 15 лет. К этому времени исполнители заказа уже несли наказание за другие преступления. Владимир Малков отбывал пожизненный срок. Он же признался в причастности к убийству Григория Арутюнова во время следствия, рассказал все подробности убийства. Однако сегодня в суде заявил, что никакого отношения к этому преступлению на самом деле не имеет, а признаться его заставили. Как все было на самом деле, суду еще предстоит выяснить. Совсем скоро стороны выступят в прениях, после чего суд вынесет свой приговор. Рамиль Шайдулин, Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. 23 тонны нелегальной незамерзайки обнаружили полицейские в Татарстане. Они получили информацию, что в Зеленодольске находится подпольный цех по производству стеклоомывающей жидкости. Вся продукция, как потом установили полицейские, поставлялась крупными партиями в магазины республики. Вскрыть нелегальный бизнес удалось благодаря контрольной закупке, после чего были задержаны 2 жителя Казани. В ходе осмотра производственной линии сотрудники подразделения экономической безопасности обнаружили чаны для смешивания, станки для розлива, приспособления для нанесения этикеток и фасовки готовой продукции, пустую тару, а также готовую продукцию. В общей сложности из незаконного производства изъято более 23 тонн спиртосодержащей продукции. Все образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.